Тишь да гладь, Божья благодать. Вот так можно кратко обрисовать ситуацию, которая сейчас сложилась на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Ни одной машины, даже ни одного лотка, который бы продавал горячее кофе и пирожки. Все объясняется очень просто. Паромы пока еще не начали свою работу в Якутске, но буквально через несколько дней, как обещает якутская судоходная компания, они начнут свою деятельность. И здесь будет настоящий ажиотаж. Открытие паромной переправы Якутск-Нижний Бестях запланировано на 25 мая. Но с учетом благоприятной судоходной обстановки, паромы начнут движение уже, скорее всего, к концу этой недели. В пятницу, субботу, к выходным уже путейца, если обстановку поставит уже, то уже паромная переправа начнет действовать. В этом году, как всегда, осуществлять будет судоходная компания «Якутск». По расписанию 4 парома, и в выходные будет подключен еще 5-й паром. Кроме того, есть еще частные компании. И в районе Кангаласа-Сотинцы также может быть выходные, если тоже обстановка будет выставлена, там тоже будет действовать 2 парома. По ежегодной традиции возрастут тарифы как для грузового транспорта, так и для пассажиров. Рост составит 8%. Наши паромы готовы, они выйдут в рейс. Всего в навигацию 2015 года мы выпускаем так же, как и в прошлом году, 4 единицы паромных судов. Все они будут ходить по расписанию, по жесткому расписанию. Примерно с 6 утра до 23-24 часов вечера. Перевозка автомашин выросла по сравнению с прошлым годом на 8%. Билеты для пассажиров остались на прежнем уровне. Несмотря на то, что паромы ожидаются лишь к концу недели, уже нашлись те, кто приехали на переправу в ожидании чуда. Паромов нету. Че? Я сегодня собрался выехать. Что-то говорили, сегодня начнут ходить. Ага. Ну так, по слухам. Ну я подъехал узнать, нет. Тут долго, наверное, уже. Ждем. Очень, по родителям соскучились. А вы откуда? Мы с Черепчи. Это у нас... уже... Какая попытка переправиться на тот берег? Нет, просто давно ждали навигацию, чтобы на машине съездить. Ага. Уже почти месяц. Елена Бочкарева, Николай Необутов, Джиустан Трофимов, ЕСИА.